Главные события недели в Ингушетии. Первые случаи смертности от коронавируса констатирует Минздрав. Скончался муфти республики Абдурахман Муртазанов. На свободу вышли активисты протеста Багаудин Микиев и Руслан Дзейтов. Старый новый состав правительства. Почти все чиновники потеряли приставку «его». Муфти Ингушетии Абдурахман Муртазанов, госпитализированный накануне с подозрением на коронавирус, скончался в субботу. Первичный тест на COVID-19, по сообщениям медиков, дал положительный результат, но официального подтверждения от Минздрава не поступило. Кроме этого, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о смерти 64-летнего жителя республики. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 29 случаев COVID-19, предположительно инфицировано 27 человек, 6 находятся в реанимации в тяжелом состоянии. На этом фоне республику захлестнуло тотальное неверие в существование вируса. Медики бьют тревогу: пренебрежение мерами безопасности может вызвать вспышку эпидемии, аналогичной итальянской, что повлечет нагрузку на систему здравоохранения и высокую смертность. В интернете распространяются фейки о том, что это сценарии, о том, что это постановки. Я официально приглашаю всех, кто сомневается, на экскурсию в нашу больницу. На свободу вышли двое активистов ингушского протеста – Багаудин Микиев и Руслан Дзейтов. Они обвинялись в применении насилия в отношении представителей власти. Железноводский городской суд приговорил их к 1 году и 9 месяцам и к 1 году и 10 месяцам в колонии поселения. Срок их наказания истек в начале марта, но после подачи апелляционной жалобы, суд оставил их в СИЗО до вступления приговора в законную силу. «8 апреля адвокаты арестованных Висит Циароев и Магомед Аушев сообщили Фортанге об изменении меры пресечения заключенным с ареста на подписку о невыезде, но несмотря на решение суда, активистов выпустили только спустя 2 дня. Всего по ингушскому делу осуждено 22 человека, еще более 20 находятся под следствием. Глава Ингушетии Калиматов утвердил старый новый состав правительства республики, после того, как в январе министры были отправлены в отставку, в связи с уходом Константина Сурикова с поста председателя правительства. Новый состав правительства практически полностью совпадает с тем, что Калиматов утвердил прошлой осенью. Почти все чиновники потеряли приставку «и», кроме 3, исполняющего обязанности министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслана Волкова, исполняющего обязанности министра транспорта, связи и энергетики Мусы Плиева и исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Мухарбека Пугоева.